Здравствуйте, уважаемые земляки Яктыкульцы! В последние годы много важных событий происходит в нашей стране. Это и большие политические мероприятия, и знаменательные даты, и календарные всенародные праздники, в которых мы, граждане нашей страны, жители больших и малых городов, сел и деревень, активно участвуем и любим от души праздновать. Однако в круговороте событий и в суматохе участия в них мы часто не замечаем и даже не задумываемся о том, благодаря кого и чьих усилий радостно и весело проходят наши праздники, те или иные значимые мероприятия. Да, конечно же, это сотрудники органов правопорядка. Как мы любили говорить в былые времена, моя милиция меня бережет. 10 ноября, День работников органов внутренних дел, мы встретились с нашим земляком, уроженцем деревни Яктыкуль, подполковником милиции в отставке Юльтимировым Валерием Константиновичем. Из его воспоминаний и фотоматериалов семейного архива составлен наш радиоочерк. После окончания школы, увлеченный техникой и механикой, сельский парень получил специальность автослесаря и до призыва в армию работал в авторемонтной мастерской мотористом. Отслужив в группе советских войск в Германии, рядовым милиционером поступил в управление внутренних дел города Альметьевска. По окончании Елабужской школы милиции служил старшим инспектором отдела охраны, участковым инспектором. Более старшее поколение яктыкульцев вспоминают о том, что Валерий Константинович нередко приезжал и в форменной одежде, а родители, указывая на него, говорили своим озорным мальчишкам: «Видите, дядя Степа приехал, не шалите, а то заберет и закроет». Нет, не пугали, а воспитывали. Тоже не знал доброго и справедливого милиционера дядю Степу, высокого, как наш Валерий Пича. Не боялись, а уважали и ждали его приезда. Как только за поворотом покажется желто-синий милицейский Урал, вся ребятня собиралась. Большая честь была для мальчишек, надев белую каску с кокардой, включенной сиреной и мигалкой, прокатиться по деревне на милицейском мотоцикле. Очередь стояла. Как тут нарушишь или пошалишь? Спустя годы, уже окончив Московскую высшую юридическую школу МВД СССР и приступив к службе в должности начальника инспекции по делам несовершеннолетних, именно умение находить правильный подход к разному контингенту молодежи и его педагогические способности помогали ему в службе. Тогда, в лихие 90-е, в годы разгула ОПГ всех мастей, и в том числе среди подростков, доводилось ему по долгу службы решать и разрулить проблемы самой разной сложности. Валерий Константинович успешно справлялся всеми поставленными задачами, с достоинством и честью выполнял свой служебный долг, о чем свидетельствуют и его награды. Медали за безупречную службу всех 3 степеней, медаль 200-летия МВД России, нагрудные знаки за отличную службу в МВД и знак почета ветеранов МВД. Валерий Пича особой теплотой и гордостью вспоминает свою первую награду. Это благодарность самого министра внутренних дел Союза СССР генерала Шолокова за отличную службу по обеспечению правопорядка в проведении Московской Олимпиады в 80-м году. После выхода в отставку с должности заместителя начальника УВД по общественной безопасности в звании подполковника его, как опытного руководителя, пригласили в организацию нефтяного сервиса, где он работал до 2016 года инженером, ведущим инженером, а затем и начальником службы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Вот такой славный трудовой и служебный путь прошел наш земляк Валерий Пича. Уважаемый Валерий Константинович, товарищ подполковник, разрешите от лица службы многофункционального центра нашей деревни и от имени всех яктыкульцев поздравить вас с профессиональным праздником. Желаем вам и в вашем лице всем ветеранам МВД долгих лет жизни в добром здравии. Всем вашим коллегам, кто и сегодня на службе государевом, спокойных дежурств, успешного продвижения в должностях, досрочных присвоений очередных званий и, самое главное, крепкого здоровья и благополучия в ваших семьях. С праздником вас, уважаемые блюстители порядка и законности! Ура!